Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, достар? Сегодня мы с вами изучим указательные местоимения, а также грамматические конструкции, употребляемые с ними. А также узнаем, как ставить предложение в отрицательную и вопросительную форму и как образовать множественное число. Today we will learn about demonstrative pronouns and the grammatical constructions used with them. We will also learn the interrogative, plural, and negative forms of sentences. Тогда внимание на экран. Биздин көрсөтүүдө. Сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Грамматика үйү. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ө, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ажыратуу белгиси, ы, жумшартуу белгиси, ю, я. Д. Даник. Дастуркон. Дуулбас. Ва, кирей! これは何ですか? What is it? Вам интересно, что это за предметы? Что это? Это кыргызские национальные изделия ручной работы. These are some examples of Kyrgyz national handicrafts. Вау, ils sont super jolis. Очень красиво. Сегодня речь у нас пойдет о предметах, и мы выучим несколько полезных конструкций, связанных с ними. Today we will talk about objects and some useful constructions that are connected with them. Давайте посмотрим на экран. Let's watch. Калпак. Калпак. Көкөр. Көкөр. Чачпак. Чачпак. Куржун. Куржун. камчы. Камчы. Комуз. Комуз. Кур. Кур. Эр. Эр. Бешик. Бешик. Оуз комуз. Оуз комуз. Темир комуз. Темир комуз. Жа. Жа. Сандык. Сандык. Шөкүлө. Шөкүлө. Тушкиз. Тушкиз.
Ак. Белый. White. Ак. Ак. Кара. Черный. Black. Кара. Кара. Кызыл. Красный. Red. Кызыл. Кызыл. Көк. Синий. Blue. Көк. Көк. Жашыл. Зеленый. Green. Жашыл. Жашыл. Сары. Желтый. Yellow. Сары. Сары. Кызгылт. Розовый. Pink. Кызгылт. Кызгылт. Боз. Серый. Gray. Боз. Боз. Күрең. Коричневый. Brown. Күрең. Күрең. Кызгылт көк. Фиолетовый. Violet. Кызгылт көк. Кызгылт көк. Вопрос «что это?» по-кыргызски звучит следующим образом. Бул эмне? Бул эмне? What is it? Бул – это, It or this? эмне – что, What? бул эмне – что это? What is it? What is this? Слово «бул» означает местоимение, и мы предлагаем вам взглянуть на таблицу указательных местоимений. The word bull means it or this, and we'd like you to look at this table of demonstrative pronouns. Ата тоочтор, Pronouns. шилтеме ата тоочтор, указательные местоимения. Demonstrative pronouns. Бул или краткая форма бу. Ушул или краткая разговорная форма ушу означает этот, это, это и указывает на предмет, находящийся близко от говорящего. Bull, or its short form used in spoken language, bu, ushul, or its short form ushu mean it, this, and indicate an object close to a speaker. Ал, ошол или кратко ошо переводится как тот, та, то и указывает на предмет, находящийся в небольшом отдалении. Al, or shol, or shol are translated as that, and they indicate an object some distance from the speaker. Тииль или кратко тииль, тетииль или кратко тетии выражают значение вон тот, вон та, вон то и указывают на предмет, находящийся на большом расстоянии от говорящего. Tigil, or tigi, tetigil, or tetigi, express the meaning that one way over there, and indicate an object which is very far from the speaker. Во множественном числе к ним можно присоединить аффикс множественного числа лар, с которым мы встретимся через несколько минут. In plural form, you can add the plural suffix lar, which will mean meet after a few minutes. На вопрос «булемне» – что это? Можно ответить следующим образом. To the question, bulemye, what is it? We can answer in the following way. Бул и называем предмет. We say bul and the name of an object. Например, это комус, бул комус, или это колыбель, бул бешик. For example, this is a komus, bul komus, or this is a cradle, bul beshik.
Давайте проверим, насколько хорошо мы запомнили слова сегодняшней лексики. Let's check how well we remembered the words from today's vocabulary. Райан, були мне? Bul kalpak. Akiko, bulemni. Был шкуды. Крис, алемне. Bolkomos. Julie. Alemne. Bul tachpach. Allez, Bul oskomus. Bulemni. Bul gökör. Bulemni. Al er. А були мне? Al sandık. Why? Это не сандык. It is not a sandık. Бул сандык эмес. Кстати, посмотрим отрицательную форму. Отрицательная форма в этом предложении образуется с помощью слова «эмес», который передает значение «не». Например, это не сундук. Бул сандык эмес. The negative form in this sentence is made with the word emis, which shows the meaning not. For example, it is not a trunk. Bul sandık emis. Bul sandık emez, bul kurcun. Korcun? Вопросительную же форму можно образовать с помощью частицы «бы», которая присоединяется к корню слова. The interrogative form can be made by adding onto the stem the particle b. Она имеет свои фонетические варианты. It has its own phonetic versions. Если корень слова заканчивается на гласный или звонкий согласный, то присоединяемая к нему вопросительная частица звучит как «бы». Если на глухое согласное, то «п». If a word stem ends with a vowel or a voiced consonant, then the interrogative particle following it sounds like b, after a voiceless consonant like p. Oh, I remember how to differ voiced consonants from voiceless. Вы знаете, как отличить звонкие согласные от глухих? Yeah. For this we have to plug our ears and say a consonant. Значит, мы должны плотно прикрыть уши и произнести какое-нибудь согласное. If this sound starts to resonate and you hear a rumbling inside your head, it's a voiced consonant. То есть, если этот звук начинает резонировать, и вы слышите гул внутри головы, то это звонкое согласное. Try to say de and then te. Сейчас попробую. Д, Т, Т. Т звучит очень глухо, а звук Д действительно резонирует. От него прям шум в ушах. Он резонирует за счет вибрации голосовых связок? Da. Yes, because voiced consonants are created by a vibration of the vocal cords. А теперь закрепим сегодняшний урок. Райан, бул комус по? О, bul komus. Да, это комус. Yes, it is a komus. Райан, бул курджун бу? Jok, bul kurjun emes, bul kalpak. This is not a kurjun, it is a kalpak. Akiko, bul kalpak sarı mı? Жоқ. Был колпак сары емес. Был ак колпак. Был кыр. Жашыл бы? Bul kır kızıl. Bul kamçı körün bu? Ова, бул камчы көрүн. Или джок, бул камчы көрүн эмес. Значит, отрицательную и вопросительную форму можно поставить любое существительное. Например, я студент. Мен студент мин. Мен студент мин. Я студент. Утвердительная форма. I am a student. Positive form. В вопросительной форме добавляем частицу «бы». Мен студент мин би? Я студент? Являюсь ли я студентом? In the interrogative, the question form, we add the particle b. Men student mın bu? Am I a student? В отрицательной форме после существительного ставим слово «эмес» и к нему присоединяем окончание «мин». In the negative form, after a noun, we use emis, and a personal ending min. Мен студент эмес мин. Я не студент. I am not a student. А теперь посмотрим, как образуется множественное число. Now we will see how to make the plural form. Множественное число образуется путем присоединения к корню слова аффикса множественного числа «лар» с его фонетическими вариантами. The plural form is made by adding onto the stem the suffix lar with its phonetic variations. Если корень слова заканчивается на гласный звук, а также на согласные «й» и «р», к
ним присоединяется окончание лар с гласными, находящимися в левом крыле фонетических пар. Например, камчи – последнее гласное «ы», его левое крыло – «а», лар, камчилар. If the stem of a word ends with a vowel or the consonant y or er, it uses the ending lar with vowels from a left wing of the phonetic pair. For example, kamchi, the last vowel is u, its left wing is a, lar, kamchilar. Если корень слова заканчивается на звонкое согласное, лар изменяется в дар. Например, курджун, курджундар. If the stem of a word ends with a voiced consonant, lar changes into dar. For example, kurjun, kurjundar. Если корень слова заканчивается на глухое согласное, лар изменяется в тар. Например, сандыктар. If the stem of a word ends with a voiceless consonant, lar changes into tar. For example, Сандыктар. Ну что, попробуем привести примеры и поставим предметы во множественное число. let's make some examples and put some words into the plural form. Джа. Его последний звук это гласное А. Присоединяем лар. И левое крыло его фонетической пары А. Лар. Джалар. Sanduk. The last sound in this word is the voiceless consonant ka, so we will add tar. The last vowel in the stem is uy. Its left wing is a, tar, sanduk tar. Комус. Звук З это звонкое согласное. Yeah, sound ze is a voiced consonant. Комус дар. Комусдар. Kurjun, kurjundar. Bul baldar azamatar. These guys are really good. Да, ребята действительно молодцы. Мы желаем и нашим зрителям успехов в усвоении кыргызского языка и с нетерпением будем ждать нашей новой встречи в эфире. We wish our viewers success in studying Kyrgyz, and we look forward to our next meeting on air. Гелерки Джулушканга Чейн. Aman bolunuzдар.